За время своего непродолжительного пребывания в Грозном журналисты из Москвы провели рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже уделили время и нашей съемочной группе. Один из них – первый замгендиректора информагентства «Интерфакс» Вячеслав Терехов. В Грозном в последний раз он был 19 лет назад. Увиденным сегодня делится с охотой. Город я не только не узнал, а вообще считаю, что это просто потрясающий, не просто красивый город. Здесь душа. И можно понастроить много красивых городов, но они будут просто красивые ради красоты. А этот с душой. Я сегодня вот Рамзану Кадырову сказал, я говорю, вот я посмотрел на это, и так несколько грубовато, но вот что можно сделать, когда не воруют. Вот это яркий пример, какую прелесть можно вообще построить. Впрочем, оценил Вячеслав Константинович не только архитектуру современного города, но и скромность и грациозность чеченских женщин. У них глаза спокойные, понимаете? Вот здесь война была, все, и можно было бы почувствовать, что внутреннее напряжение у людей, у молодежи или у старшего поколения нет. Вот, вероятно, настолько внутреннее здесь спокойствие и уверенность, что вот она может идти и красоваться собой, понимаете? А так не может человек психологически идти, если у него в душе есть тревога за завтра, за послезавтра. Это вот показатель очень серьезный. Недавно вышел фильм Михаила Ходорковского, который называется «Семья». В самом начале фильма говорится о том, что в Чечне разрушен поселок Бамут, хотя в действительности это один из самых красивых районов республики. Помимо этого говорится, что в Грозном, кроме проспекта Путина, нет нормальных районов. Вы сами смогли в этом убедиться? Что вы скажете? Я не знаю, с какой подачи это говорится. Значит, вчера, когда я ехал, и сегодня, я послал много снимков по телефону своим знакомым и домой. И все задали вопрос, но это же только центр. Поэтому сегодня я специально поехал. Я поехал по проспекту Маяковского. Потом я ехал, снял несколько снимков по дороге с аэропорта. И первое, что я написал о том, что вот вам снимки не с центра, далеко от центра, обычные спальные районы. Мне было бы, если бы я был бы автором этого, мне было бы неудобно. Я сам проехал по окраинам. Общением с личностью, которая сегодня стала одной из самых популярных среди российских СМИ, журналисты остались довольны. По словам Андрея Новикова, интервью с Рамзаном Кадыровым получилось довольно живым. Мы задавали самые острые вопросы, которые сейчас циркулируют, в том числе в федеральной печати. Вот. Ну, естественно, мы начали интервью с каких-то общих вопросов, с экономической ситуацией в республике, социальной сферы. Получили такие достаточно откровенные ответы на наши вопросы, чего мы даже, может быть, даже не ожидали. Вот. Потому что я впервые интервьюирую Рамзана Кадырова, и я был приятно удивлен тем, что человек это очень убежденный в своих взглядах, очень искренний. Журналисты независимого информагентства смогли лично увидеть республику и услышать ответы на все интересующие их вопросы. А уже в ближайшее время их труд будет доступен широкой аудитории. Сайхан Цинцаев, Зураб Дутаев и Султан Умаров. Новости.